мои дорогие, всего 7 часов перелета, и мы на месте. Те, кто живут в Таиланде достаточно долго, утверждают, что общего у наших народов гораздо больше, чем различий. Хотя с первого взгляда в это поверить весьма сложно. Я предлагаю не верить на слово, а проверить самим на деле. Программа «Налегке» раскрывает 4 причины влюбиться в Таиланд. Готовы? Здорово, когда оператор мобильной связи заботится о своих абонентах. Вот и СМС с инструкцией от Билайн. Так, для того, чтобы быть на связи в 60 странах мира, необходимо подключить услугу «Легкий роуминг Билайн». Выполнить нехитрую команду «Звездочка 120, звездочка 125, решетка». Минута разговора, СМС или мегабайт интернета – все по 25 тенге. Ну все, я на связи. Первое впечатление от Таиланда – это сильная влажность, пышная растительность. Жизнь бьет ключом. Невысокие, смуглолицые местные жители. Кругом портреты короля. И, конечно, пальмы. На территории страны растет фантастическое количество видов пальм. Сосчитать или перечислить – это кажется невозможным. Среди тайцев очень развит внутренний туризм. Для тех, кто живет на островах, добро пожаловать в деловой центр страны, город Бангкок. Ну а для городских, желающих понежиться на лоне природы, пожалуйста, всего пара-тройка часов езды и к вашим услугам сотни видов экотуризма. Поэтому все вывески, таблички и указатели в этой стране первым делом на тайском языке для местных. Хотите знать, на каком языке общаются в Таиланде? Собираясь посетить эту страну, можете смело оставлять свой оксфордский английский дома, потому что тайцы плохо владеют английским. Зато очень многие неплохо говорят по-русски. Для наших земляков самым притягательным являются белоснежные роскошные острова на юге Таиланда. И опять же, в придачу к ним целый спектр услуг от знаменитого тайского массажа до пляжных вечеринок. Что касательно развлечений в городах, то тут их тоже предостаточно. Очаровательный крокодил Гена, не правда ли? Вы думаете, мы пришли на студию анимации? Нет, мы пришли на крокодиловую ферму. Крокодиловая ферма не зря считается одним из самых популярных мест в Паттайе не только среди гостей Таиланда, но и местных жителей. Причин на то несколько. Очень удобное расположение фермы, всего в 15 минутах езды от центра города. Невысокая стоимость входного билета – около 500 бат. К тому же, некоторые виды рептилий теперь можно увидеть только здесь. Крупные, мелкие, средние, сиамские и гребнистые крокодилы. И даже очень редкий вид – гавиал. Тот, что с очень узкой и длинной пастью и очень острыми зубами. Мама, привет! Хочешь кожаную сумку? Хорошо, сейчас поймаю. Одно из любимых и будоражащих кровь развлечений – кормление зубастых питомцев. Серьезно, вы сможете собственноручно покормить этих огромных хищников. Кусок курицы, привязанный к подобию удочки, заставляет этих динозавров раскрыть пасть и следить за каждым вашим движением. Ощущения, скажу я вам, несколько жутковатые. В голове так и стоит мысль – главное не упасть за ограду. И мурашки по коже от звука клацающей пасти. Кто-то мне говорил, что крокодилы не умеют прыгать. Умеют, и очень даже неплохо. Теперь я знаю, где тренируются спортсмены по плаванию перед Олимпиадой. По-моему, здесь можно научиться не только плавать, но и бегать по воде. Еще одно представление, которое необходимо увидеть своими глазами, это шоу крокодилов. Маленький, но очень юркий таец то и дело хватает рептилий за хвост и всячески их провоцирует. Бывают такие моменты, когда весь зрительный зал задерживает дыхание. Зрелище, по правде сказать, не для слабонервных.
Нет, все дело не в безграничной любви послушных крокодилов к своему хозяину. Хотя это отчасти так. Хитрость этого выступления всего лишь в том, что актеры выходят на сцену до отвала сытыми. На этом секреты дрессировки не заканчиваются. Но я не стану раскрывать всех карт. После шоу можно прогуляться до сувенирных лавок и кафе на территории фермы, прикупить сувениры с крокодиловой кожи, ну или... Да, прошли те времена, когда крокодилы ели людей. Теперь люди едят крокодилов. Я собираюсь отведать барбекю из крокодила. Обычно мясо, которое люди пробуют впервые и не могут ни с чем сравнить, как правило, всегда сравнивают с куриным. По-моему, это все же что-то вроде суховатой говядины по структуре и чем-то совершенно незнакомым по вкусу. В общем, на любителя. Пруды тоже не стоят без дела, и каждый кишит разными видами рыб, которых предприимчивые тайцы предлагают покормить за символическую цену. Представители фауны на крокодилах не заканчиваются. Вот вам обезьяны, слоны и прекрасные белые лошади, крикливые попугаи ара, медведи и тигры. Смертельный номер. Селфи с тигром. Надеюсь, это не последняя фотография в моей жизни, потому что с легким роумингом Билайн у меня еще полный баланс. Пап, а можно я заведу домашнее животное? Да, она такая лапка, любит бананы. Спасибо, классно. Еще одной причиной популярности фермы крокодилов является наличие множества других крупных животных. Условия здесь, конечно, не вольные, но подобраться к некоторым травоядным можно совсем близко. Когда-то один очень-преочень деловой местный таец собрал такое большое количество камней причудливой формы, что решил всю эту красоту выставить на обозрение. А свою экспозицию он назвал просто «Парк миллионолетних камней». Сегодня это одно из самых популярных туристических мест во всем Таиланде. Существует даже своя легенда, что камни свезли в парк со всей страны, и среди них есть те, которым насчитывается уже более 100 миллионов лет. Но это больше походит на очередную красивую легенду. По всей своей сути, парк миллионолетних камней – это ботанический сад. На его территории высажено множество видов различных деревьев и цветов. О, дерево посадили. А кто его посадит? Оно же дерево! Ну, я имела в виду, землю посадили. Кстати, откроем тайну, почему именно этот бонсай сидит в клетке, в отличие от своих сородичей. Все дело в том, что это пустынная роза. Такое у него название. Победитель международных конкурсов как самый красивый бонсай в мире. И стоимость его на сегодняшний день перевалила за 1 миллион бат. Только подумайте, каждый листок на дереве – это уже большая ценность. Вот его и охраняют от всяких нехороших туристов. Это деревянный камень. Нет, не так. Это каменное дерево. Нет, не пойдет. Это дерево, которое стало камнем. Не то. Это камень, который был деревом. Что-то я сама уже запуталась. Сейчас пойду подготовлюсь, а потом в закадровом тексте вам все расскажу. Ну, значит так.
окаменелые деревья смело можно назвать чудом. История их возникновения до конца не ясна. На ощупь камень камнем. Но если приглядеться, то можно увидеть ту фактуру, которая и лишает всех сомнений – это дерево. Некоторые окаменелые монолиты гротескных форм достигают в весе до 75 тонн. А мы продолжаем наш развлекательный тур по Таиланду. И раз уж мы начали с рептилий, то пропустить змеиную ферму было бы совсем неправильным. На ферме собрана огромная коллекция ядовитых и неядовитых змей, обитающих в Таиланде. Вообще, тайцы любят собирать в мини-зоопарках несколько видов животных. Поэтому для тех, кому покажется неинтересным рассматривание террариумов, могут почесать спинку гиббоном. Здесь их тоже много. Основные виды ядовитых змей, обитающих в Таиланде, это кобра, королевская кобра, индийский крайт, гадюка и несколько видов морских змей. Остальные виды, которых большинство, не представляют опасности для человека, поскольку либо слабо ядовитые, либо не ядовитые вовсе. Хотя, если вас укусит даже не ядовитая змея, мало не покажется, и вы рискуете стать на какое-то время обездвиженным. Но, к счастью, это происходит редко, и знающие люди могут снять болевой синдром мазями. Здесь вам не только познавательная экскурсия, но и красочное, уникальное, леденящее сердце шоу. Аналогов такого представления по уровню опасности практически не существует. Вы увидите, как человек укрощает 3 кобр одновременно. Шоу со змеями показывают в помещении по типу амфитеатра. Сцена от зрителей отделена стеклянной стеной, но невысокой. В главных героях, конечно же, змеи и их укротители. Чтобы продемонстрировать, что змеи действительно ядовитые, укротители нажимают змеи на голову и на глазах публики выцеживают в стакан яд. Ведущий таец хорошо говорит по-русски и пытается шутить, где это возможно. Так, например, выкидывая кусок веревки в зал, можно услышать из будки ведущего «Шутка Нанайка». Тут откровенно стынет кровь от увиденного, а им лишь бы пошутить. Они передвигаются на тук-туках, на байках, на лодке, на слонах. Таиланд обладает хорошо развитой транспортной системой, которой вполне удобно пользоваться даже новичку в самостоятельных поездках. До любой курортной зоны можно добраться на комфортабельном автобусе. Это не будет стоить дорого. Ну а по городу передвигаться можно на такси или на тук-туках. Такси в Таиланде работают по таксиметру. Такая поездка внутри города выйдет не дороже 100 бат. С тук-туками же необходимо заранее договариваться. Покуда такой вид транспорта работает на туристов, то и цена за поездку будет выше, чем на такси. Несмотря на то, что тайцы – невероятный мирный народ, не только под влиянием философии, но и от отсутствия армии как таковой, за всю историю страны здесь были слышны отголоски 2 войн – Второй мировой и Вьетнамской. Кстати, именно Вьетнамская война, а точнее американские солдаты, базирующиеся на тайской земле, дали такой толчок развитию туристического бизнеса. Приплывая в деревни на отдых, они просили все больше и больше развлечений. А спрос, как известно, рождает предложение. Это Уокинг-стрит, самая популярная пешеходная улица города Паттайя. Днем она не представляет из себя ничего интересного, но стоит солнцу зайти за горизонт, как... И эта улица превращается в бомбу! Пришло время рассказать более подробно о самой знаменитой улице в Таиланде – Уокинг-стрит. Во времена зарождения Паттайи, когда город был маленькой рыбацкой деревней, американские солдаты, воевавшие во Вьетнаме, отдыхали именно здесь. В то время тайцы, почувствовав возможность заработка, отстроили для военных несколько баров, отелей и магазинов. Уокинг-стрит проходит от южного конца Бич-роуд до пирса Бали-хай. На обоих концах улицы имеются входные арки. Длина улицы всего 1 километр.
В начале, посередине и в конце улицы дежурит иммиграционная полиция. Днем на Уокинг-стрит можно купить одежду, продукты и сувениры. Тут же вам окажут услуги массажа и предложат окунуть ноги в аквариум с рыбками, которые объедают омертвевшую кожу со стоп. Очень приятная и щекотливая процедура. С наступлением темноты зажигаются огни Уокинг-стрит, и улица наполняется толпами туристов и гремящей отовсюду музыкой. Здесь можно встретить людей многих национальностей и цветов кожи, которые приезжают просто отдохнуть. Бары, клубы, рестораны, кальянные, мультидекинотеатры, ринг с тайским боксом – все, что нужно для проведения досуга. Уокинг-стрит стала достаточно популярной и привлекательной для всех. Поэтому по улице ходят туристы с фотоаппаратами, дабы запечатлеть себя на фоне ярких вывесок и посмотреть уличные представления. Улица наполнена жизнью. Со всех сторон играет музыка. Зазывалы на разных языках, в том числе и на русском, приглашают посетить заведение. А представители непонятного пола красуются у входа в клубы. Фокусники же тушат сигарету об одежду прохожих. Многие считают, что ходить по таким районам опасно. На самом деле опасности нет, если вы не нарушитель закона. Улица и кварталы, прилегающие к ней, являются безопасными, но нужно остерегаться карманников. Что касается таек, они зазывают в основном одиноких мужчин, особенно в возрасте за 40. По статистике, у таких кошелек потолще. Никто на вас не нападет. Вы сами решаете, куда вам идти и что приобретать. Туристам рекомендуется посещать только хорошо освещенные заведения, имеющие постоянную вывеску с названием заведения. В конце улицы становится тише и спокойнее. Можно выйти на пирс или набережную, полюбоваться ночным видом или отправиться на катере в плавучий ресторан. И, конечно же, можно отужинать в тихой и спокойной обстановке. Для этого достаточно вынырнуть из потока туристов, гуляющих по центральной улице. Я заказала традиционный тайский суп на основе кокосового молока, который называется том какай. Вот его уже несут. Вот это да! Я заказала тарелочку, а мне принесли кастрюлечку. Нельзя побывать в Таиланде и не попробовать знаменитые тайские супы. Это еще одна визитная карточка этой страны. Ну кто не знает известный том ям или том кхакай? Признаюсь честно, последний мой любимый суп. Ингредиенты в нем не самые сложные, и для готовки в наших широтах сложность возникает разве что с кокосовым молоком. Это основа супа. Или с рыбным соусом. Хотя и то, и другое наверняка уже можно найти на наших прилавках. К счастью, тайская кухня знаменита в любом уголке мира. Океанариум Ocean World находится в Бангкоке в торговом центре Siam Paragon на 2 его нижних уровнях. Это самый крупный океанариум во всей Юго-Восточной Азии. И этим уже все сказано. Здесь представлено огромное количество экспонатов и 7 тематических зон. Вначале нас встречают экспозиции с различными крабами, морскими коньками всех цветов и видов. При этом сами аквариумы сделаны настолько продуманно, что, несмотря на большой поток туристов, не возникает давки, так как большинство из них круговые, и любоваться можно с любой стороны. Аквариум разделен на 7 зон: странные и прекрасные, открытый океан, глубоководный риф, влажный лес, скалистый берег, живой океан и морские медузы. Каждая из них оформлена особым образом. В виде стеклянного туннеля под аквариумом или же скалами с живущими на них пингвинами, как круглые аквариумы или со стеклянной стеной. Наверху самого большого аквариума можно прокатиться на лодке
со стеклянным дном. В аквариуме обитают удивительные создания. Например, голубой осьминог или гигантский паукообразный краб, морские драконы и несколько акул, с которыми можно поплавать с аквалангом в сопровождении инструктора и, конечно же, при наличии сертификата дайвера. Поднявшись на второй этаж, можно накупить сувенирной продукции. Вот мы и прибыли в отель. На этот раз это Центара Hotels Watergate в районе Пратунам в Бангкоке. Как и все предыдущие отели данной сети, здесь тоже есть свой стиль. Все оформлено в стиле хай-тек. Попадаешь вовнутрь и диву даешься, как все уютно, чисто и комфортно. Завтра нас ждет новая порция впечатлений, и надо набираться сил. Ну а пока тайское население обладает удивительными качествами, которых сегодня так не хватает многим людям. Тайцы стремятся пребывать в двух состояниях – сабай и санук. Сабай – это комфорт души и тела, отсутствие долгов и болезней, а санук – это общение с друзьями и веселье. Мне кажется, во мне сейчас и сабай, и санук. Смотрите в следующей программе налегке. По дороге на реку Квай. 33 удовольствия для искушенных туристов, где понаблюдать за аутентичным способом тайской торговли. Добро пожаловать на плавучий рынок, целебный Таиланд, радоновые ванны, фитоаптеки и сплавы на плотах.